Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Серик. Вы знаете, наверное, начну вообще рассказ с моего знакомства первого с Отбасбанком. Тогда он еще назывался Жилстройсбербанк Казахстана. И это был, наверное, если не ошибусь, может быть, 12-й или 11-й год. Тогда я еще работала в банке. Я почти 12 лет, я, в принципе, ваша коллега, наверное, 12 лет я проработала в разных банках второго уровня, и именно в рознице я работала, то есть я знаю не понаслышке, что такое ипотека, как она выдается, как она вообще в принципе создается, этот продукт, потому что я работала и в разработке, и непосредственно в кредитовании, я сама выдала, я не знаю, энное количество ипотек. И я очень хорошо понимаю эти механизмы, по которым это работает. Так вот, в 2012, наверное, году мой консультант, с которым я, в принципе, и по сей день, Айсауле Бакенбай-Хазы, наверное, многие ее знают, она на тот момент, на самом деле, просто заставила меня открыть депозит, да, они приходили с презентацией, и, нужно было на какую-нибудь хотя бы сумму открыть депозит и откладывать. В те времена еще как-то, наверное, ветер в голове, но, тем не менее, раз депозит открыт, нужно было его накапливать. Срок депозита подошел, и как раз получилось так, что моему братишке нужно было купить квартиру. То есть он женился, и, естественно, молодая семья, хочется свое жилье. И тогда я уступила свой депозит ему. Они благополучно купили свою недвижимость, сейчас практически уже, по-моему, закрыли даже кредит. И я открыла... повторно, да, я открыла повторно депозит, но открыла уже на себя, на мужа, на всех родственников, на кого можно было. Да, то есть есть такое понятие в банке, называется семейный пакет, когда ты открываешь на каждого члена семьи депозит, в рамках каждого депозита получаешь государственную премию в 20%, и потом, когда тебе нужно, ты объединяешь эти депозиты в один и получаешь нужный тебе кредит. И, я как человек такой расчетливый, скажем так, да, я все это просчитала, и на каждом депозите в год я накапливала, минимально требуемый 500-600 тысяч тенге и получала максимальную госпремию на каждый свой депозит. И таким образом у меня получалось достаточно выгодные накопления. Скажу честно, может быть, не всегда получалось это делать ежемесячно, но, тем не менее, где-то позже, где-то раньше, депозит я скопила. Потом, после того, как я ушла с банка, наверное, у каждого в жизни наступает, такой момент, 33 года, кстати, это было, по-моему, когда я решила, что мне нужно больше свободы, мне нужно больше времени, чтобы уделять семье, у меня появился второй ребенок. И тогда я ушла больше в направление образования. Я стала бизнес-тренером по личным финансам, занималась финансовой грамотностью, мы проводили тренинги, игры и все прочее, все, что с этим связано. И тут уже, знаете, находясь в теме финансовой грамотности, я поняла эту идею, которую несет в себе Жилстройсбербанк. Да, это философия накопления, по сути. Когда ты ежемесячно, небольшими суммами, без особой такой нагрузки на свой бюджет, ты ежемесячно откладываешь на свое светлое будущее. Светлое будущее, в частности, здесь мы говорим про недвижимость. Если финансовая грамотность – это в целом о твоих финансовых целях, пенсии, образование детей, что-то еще, да, крупные какие-то покупки, то жилстрой – это, по сути, такой инструмент, который позволяет накопить себе на жилье. И тогда я поняла, да, что, наверное, первые мои депозиты, они были такие, немножечко спонтанные, необдуманные, да, то есть... Спасибо большое, огромная благодарность Айсауле, которая меня в свое время, она как тогда взяла меня, да, и до сих пор ведет меня. То есть тот кредит, уступку мы оформляли вместе с ней, новый кредит тоже мы вообще без проблем, я сейчас более подробно об этом остановлюсь, но абсолютно без проблем, легко, в принципе, мы это все оформили. Так вот, возвращаясь к теме финансовой грамотности, на самом деле гораздо проще заранее, да, это делать, то есть заранее накапливать, и в тот момент, когда тебе это нужно, ты уже получаешь свой, на самом деле, дешевый кредит, не побоюсь этого слова, это действительно дешевый кредит, когда ты под 5% годовых оформляешь себе ипотеку.
Сегодня таких ставок нигде нет на рынке, да. Любая рыночная программа, пусть даже это какая-то спецпрограмма, она, как правило, ставки идут выше. И для обычного человека, да, который там, ну, работает, имеет стабильный доход, который не относится там к госслужащим, не относится к социально уязвимым, ну, вот такие, по сути, как я, да. То есть нам нужна обычная классическая программа, и, в принципе, чем мы, собственно говоря, и воспользовались. И вот, значит, в прошлом году мы открыли с моими партнерами, с моими друзьями, мы открыли рестобар, вот в котором мы с вами сегодня находимся, где проводим съемку. И это вот наш такой бизнес-проект, который мы решили вот попробовать, что называется, сами, да, не имея, может быть, ресторанного какого-то опыта. Ну, наверное, любой человек что-то, какое-то дело в своей жизни начинает впервые, и да, через ошибки, через грабли, не без этого, конечно, мы вот как бы сейчас двигаемся. И, знаете, встал вопрос, мы вообще с семьей живем за городом, у нас свой дом, в принципе, там какой-то дополнительных квадратных метрах не нуждались, но пробки алматинские бесконечные, в любое время суток причем, да, детям нужно в садик, школа, секции, да, и мы решили, что нужно бы какую-то вот, ну, городскую перевалочную квартиру иметь, и для детей удобно, и вот, собственно говоря, вот чтобы, ну, в бар можно было там в любое время, потому что заведение у нас работает до поздней ночи, и решили подыскать квартиру вот недалеко, где-нибудь здесь, в этом районе. И как раз в прошлом году, да, вот это где-то совпало примерно открытие нашего бара, и когда вышла новость о том, что президент поручает разработать программу с использованием пенсионных накоплений. Ну, я почти 12 лет проработала в банке, супруг мой, по-моему, у него такой же, наверное, стаж тоже работы. Ну, то есть пенсионные накопления у нас, слава богу, делались всегда. И мы решили, что да, нужно воспользоваться этим шансом. Тем более, ну, недвижимость – это актив, это не только жилье, да, это актив, который может в любой момент понадобиться в какой-то, может быть, сложной ситуации. Поэтому приняли решение, думаем, ну вот, как только программа вступила в действие, ну, может быть, не сразу, мы достаточно долго искали квартиру, и когда подобрали то, что нам подходило, то, что нам понравилось, ну, естественно, я опять обращаюсь к своему финансовому консультанту. И вот здесь Айсауле, благодаря, наверное, своему такому характеру, несмотря на то, что я уже давно мы с ней знакомы, да, она мне выкатила перечень документов, а я предприниматель, сами понимаете, да, то есть гораздо легче тем, у кого заработная плата, принес справку и, в общем-то, все. Для предпринимателей список немного больше, но, тем не менее, мы вот посписочно собрали все документы и подали заявку. Вы знаете, в банк я приходила, ну, от силы 2 раза, наверное. И вообще вот хотелось бы мне отметить, насколько вот технологически шагнул вперед и банк, и Казахстан, наверное, в целом. Открытие спецсчета и перевод денег вот пенсионных на этот спецсчет мы сделали через приложение, по-моему, там буквально, ну, там пару кликов, что-то типа открыть счет, 1 клик, дальше там нужно было с помощью ЦП зарегистрироваться на сайте ЕНПФ от БАСы, выбрать там, ну, то есть там все интуитивно понятно, не нужно быть там 7 пядей во лбу, не нужно быть программистом, хакером там, и даже в принципе не сильно там опытным пользователем компьютера, чтобы сделать все правильно. То есть там пошаговый алгоритм, не ту кнопочку нажать там у тебя нет возможности, вот. И то же самое сделал мой супруг, то есть он подарил, или как это говорят, уступил свои пенсионные накопления мне, да, и мы оформили кредит таким образом. Угу. И то есть вы использовали свои пенсионные накопления, чтобы приобрести квартиру в городе? Да, совершенно верно. То есть мы объединили, у меня был депозит, мы туда добавили, то есть суммы на депозите было недостаточно, мы добавили туда, значит, сумму пенсионных накоплений, и получился прекрасный кредит, в принципе, не сильно обременительный для нашей семьи, но зато мы стали счастливыми обладателями еще одной квартиры в центре Алматы. Отлично. И
такой вопрос. Получается, вы с Айсауле уже давно знакомы и до сих пор вы с ней работаете. Вот как все-таки влияет один постоянный консультант, либо постоянно менять это удобно с одним работать? Ну, вы знаете, конечно, удобнее с одним, да. Ну вот ты как выбрал себе там мастера по маникюру или мастера, который тебе, да, там делает прическу, то вот консультант, наверное, это то же самое. То есть это человек, который, в принципе, в курсе твоих финансовых возможностей, твоих финансовых целей. Это человек, который тебя сопровождает. Если где-то ты забыл внести платеж, тебе могут об этом напомнить. Да, и вы знаете, я очень часто, когда ко мне обращаются по этому вопросу, я просто кидаю контакты Айсауле, говорю, вот свяжитесь, вам человек все объяснит, все расскажет, потому что я знаю, что она, ну, в курсе, во-первых, там всех программ, которые есть в банке. Она, насколько я знаю, там раньше работала, до того, как стать консультантом, она работала в банке тоже, и, ну, то есть есть определенные знания. И на самом деле, вот когда я собирала пакет документов, да, то есть ты предоставляешь менеджеру, менеджер это все должен перепроверить, да, консультант, вернее, перепроверить, там, завести в систему, то есть там тоже какая-то там целая система, как это делается, целая процедура, да, но в принципе клиента это никак не касается, да, поэтому я вот очень рекомендую ее консультационный центр. Тем более она сейчас уже не просто, она лидер-консультант. Да, что-то такое, да, да, я вот, если честно, не очень разбираюсь в этих нюансах. Но в отделении, несмотря на то, что там постоянно у них отделение находится на Абая Правды в торговом центре Тиграхаут, и вот постоянно там люди, да, то есть там достаточно такое оживленное место, но ты заранее звонишь, договариваешься, назначаешь встречу, и в принципе там тебе не нужно ждать, сидеть в очереди, когда тебя обслужат, просто назначили на определенное время, ты приехал, сделал там, за полчаса мы подали заявку, все, поехал дальше по своим делам. Все, больше я в банк не приезжала. Единственное, там мне сказали через 5 дней, по-моему, но, по-моему, через 3 дня мне пришла смс-ка, вам одобрен кредит. Я была удивлена, я звоню Айсауле, я сейчас еду в отпуск, я как бы не готова кредит сейчас оформлять, чуть-чуть подождите. Потому что я не ожидала, что все будет так быстро. Вот. И потом уже по возвращении с отпуска я еще раз приехала в отделение. Опять-таки я не ждала в очереди, договора были готовы. Я подписала договора, сдала в ЦОН. ЦОН зарегистрировал, причем там есть, по-моему, опция, когда за тебя это регистрируют, но я тут решила сэкономить. Я поехала сама, сдала документы в ЦОН, и готовые документы, причем, да, уже курьер привез в отделение банка. Вот тоже очень удобно, но это уже услуга ЦОНа. Вот, мне было некогда, по-моему, и вот я воспользовалась, и очень классно, на самом деле, очень удобно. И все, приехала в отделение, подписала последние там документы, и, собственно говоря, на следующий день мне уже позвонил менеджер с отдела продаж и сказал, что деньги поступили, приезжайте, забирайте ключи. Вот вся история. Если бы вы сейчас пожелали бы, не пожелали, а советы дали бы подписчикам, которые только собираются, вкладчикам, которые только собираются воспользоваться услугами ипотечными от Басыбанк, что бы вы посоветовали? Ну, вы знаете, будучи вот бизнес-тренером по финансам, да, и как бы в прошлом занимаясь кредитами, мне всегда эта тема интересна. И я вам могу сказать точно, что если ты накапливаешь депозит нужное время, если ты собираешь свои 50%, потом оформляешь жилищный займ под 5% годовых, то это на самом деле один из самых выгодных вариантов оформления ипотеки. Что сказать вкладчикам? Это не ждать завтра. Да, нужно вот прям сегодня, даже если ты еще не знаешь, какая тебе квартира нужна, где нужна, сколько она будет стоить, какой депозит открыть, просто позвоните консультанту, откройте любой депозит. Вот любой, на любую сумму, какую вы сегодня себе можете позволить. А позволить себе человек на самом деле может, ну, как минимум 10%, это вот прям 100%. Вы знаете, мы даже делали такие эксперименты. Есть правило финансовой грамотности, называется «заплати сначала себе». Когда ты получаешь доход,
и 10% своего дохода ты платишь себе. Ну, то бишь, на депозит откладываешь, там, под подушку складываешь, как тебе удобно, в копилочку, да. Но вопрос в том, что именно вот как только ты получил заработную плату, Серик, попробуйте сами, и отложите, спрячьте 10%. И все, и вы до конца, там, до следующей своей заработной платы будете жить точно так же, как жили до этого, без этих 10%. Если вы раньше приходили с нулем к следующей зарплате, вы точно так же с нулем придете. Если вы приходили с каким-то остатком, вы с этим же остатком и придете. Вы не заметите эти 10%. Вот, поэтому рекомендуется всегда вот эти вот накопления делать в первую очередь. Себе заплатил на будущее, а потом пошел платить кредиты, коммунальные, там, питание, образование и все остальное. Да? То есть вот это правило. И когда вы вот эти 10% научаетесь, да, приучаетесь, берете себе за привычку откладывать ежемесячно и дисциплинированно, то это становится, ну, это привычка, да? Это реально вырабатывается привычка. А привычка – это то, что мы делаем на автомате, то, что нам несложно делать, да? То, что мы даже вот, ну, не зацикливаемся на этом, просто берем и делаем. И не паримся по этому поводу, правильно же? Вот, поэтому и депозит то же самое. То есть, может быть, месяц, 2, 3 вам будет как-то, ну, типа, блин, опять депозит, непонятно для чего, зачем. А потом это войдет у вас в привычку. И вот когда наступит тот момент, когда депозит закончится, и вы сможете уже оформить полноценный кредит, получить недвижимость, вот тогда вы поймете, что действительно вы это делали не зря. Потому что это было безболезненно для бюджета, это было легко и это было продуктивно, да, то есть ты накопил эти деньги, ты реально их накопил, а не так, что там, знаете, дети женятся, нужно купить квартиру им, и ты такой, боже мой, что делать, да, и ты начинаешь там судорожно думать вообще как, а потом дети живут вместе с родителями, и начинаются какие-то скандалы, ссоры, непонимания. Вот, поэтому, ну, на самом деле, я считаю, что недвижимость, но она всегда была таким желанным, да, всегда хочется, чтобы у твоих детей была недвижимость, всегда хочется лишнюю квартирку бы в аренду сдать, особенно у нас тут в Алмате, в Астане, да, вот, поэтому не ждать завтра, не ждать, когда поднимется зарплата, когда будет аванс, следующий месяц, Новый год, просто взять сегодня, открыть депозит, поставить автоплатеж, кстати, да, то есть автоплатеж, когда у тебя приложение автоматически с твоей карточки ежемесячно будет списывать деньги. Ты, в принципе, даже может и не заметишь, что они деньги списались. Да, поставьте, да, удобную для вас комфортную сумму. Ну, боитесь 10, поставьте 5. Да? Ну, главное откладывать. Да, главное хоть какую-то сумму откладывать, но делать это постоянно и ежемесячно. И вот эта философия накопления, которую пропагандирует, да, скажем так, да, вот Бассабанк, это правильная на самом деле философия, весь мир живет так. Финансово грамотный мир, и спросите там у Кийосаки, да, спросите там Будда Шефер, ну, те люди, которые создали свои капиталы именно благодаря накоплениям. Не так, что там в период приватизации, знаете, там урвал какой-то куш и стал миллионером. А именно любой человек может стать миллионером, любой человек может прийти к своей там какой-то большой финансовой цели. Но для этого нужно время, нужна дисциплина. И это то, чему учит банк. Ну и немного о своем баре, если бы рассказали, что у вас здесь происходит. Вы как-то между разговорами сказали, что у вас здесь игры проходят. Да, вообще, ну, бар это, наверное, у нас... Мы изначально искали такое место, знаете, для себя в первую очередь, где можно было бы отдохнуть не только там вкусно покушать, что-то там выпить, но и интеллектуально отдохнуть. Поэтому мы взяли для себя такое направление. Здесь очень часто, ну как минимум 3 раза в неделю сейчас, мы проводим большие интеллектуальные игры. Командные игры, ну, типа, может быть, слышали, да, там, Шерлок, Квиз, да, ну, очень похоже вот на мозгобойню популярную.
когда собираются команды и вот вечерком в приятной атмосфере, под музычку, под хорошую кухню, там с кружкой пива, кто там с лимонадом вкусным, да, мы проводим вот эти интеллектуальные игры. И человек на самом деле и отдыхает и душой, и мозги у него как бы, да, мозги тоже, скажем так, отдыхают, тоже, ну, не скажу, что работает, но это такая приятная, знаете, усталость, когда ты в первую очередь с друзьями сидишь, да, то есть команда, как правило, приходит уже собранные, да, то есть мы вот с подругами тоже играли, это очень весело на самом деле. Вот. И такие вот еще есть трансформационные игры, финансовые игры, типа денежный поток олигарха. Это игры, которые развивают финансовое мышление. То, чего не хватает, я считаю, нашему образованию сегодня в школах. Да? Потому что мы умеем считать, мы умеем вроде как зарабатывать, мы умеем тратить, а вот мыслить так, чтобы вот это все уложить в какую-то стратегию, которая бы привела тебя к хорошему финансовому результату, вот этого мы не умеем делать. Очень хотелось бы, знаете, на пенсии вот золотой возраст, да, чтобы это был действительно не просто на словах золотой возраст, а хочется, чтобы была возможность отдыхать, путешествовать, делать то, что тебе захочется, и это не там в 70-80 лет, да, это хочется делать пораньше, когда еще есть энергия, и при этом не хотелось бы зависеть от государства, не хотелось бы смотреть, будет ли индексация пенсий. Кстати, нам, наверное, на индексацию пенсий в принципе не стоит рассчитывать, потому что мы уже поколение, которое начало работать после 98 года, то бишь мы можем рассчитывать только на свои пенсионные накопления, которые изрядно похудели в этом году, да, потому что мы использовали их, и нужно все-таки самостоятельно тоже делать шаги для того, чтобы обеспечить свою старость. Не хочется заглядывать в рот детям, да, когда они подрастут. Понятно, хорошо, конечно, если там дети будут о тебе заботиться, там, обеспечить себе старость, но я бы, честно говоря, этого не хотела. Я хочу вот поднять детей, отпустить их на вольные хлеба и уже самостоятельно, ну, как бы жить, отдыхать, путешествовать. И я считаю, что каждый человек должен сам об этом позаботиться. Это такая личная ответственность, на мой взгляд, да, не перекладывая ее на государство, обстоятельства, кризисы. Ну, все в нашей жизни может быть, конечно, да, и какие-то случайности, какие-то, ну, на самом деле жизнь непредсказуема, да, и жить сегодняшним днем, но тем не менее откладывая на завтра, да, и вот я считаю, что там, будь то квартира, которую вы сегодня там купили, да, будь то депозит, который вы накапливаете, все это вы делаете ради своего будущего. Да, завтра, ну, ту же квартиру всегда можно продать, сдать в аренду, то есть получать с нее какой-то доход, даже если не жить, да, там в ней. Вот, поэтому это и такой... вы через игры, получается, даже можно так сказать, что вы финансовой грамотностью. Да. Однозначно, да, да. То есть денежный поток — это такая игра, ее придумал Кийосаки, Роберт Кийосаки, это знаменитый автор, да, многих бестселлеров по финансовой грамотности. Ну, это такой, знаете, прям совсем такая азбука по финансовой грамотности. Это первое, что мы рекомендуем изучать, если вообще ничего не читали, ничего не знаете. Вот. И эта игра, она подходит и для детей, мы проводим ее и для детей в том числе, и для взрослых, да, и всего 3 часа идет игра, но она очень хорошо промывает мозги, да, то есть человек сам, когда ты, говорят же, да, там, уже сам понял, да, вот, когда ты сам поймешь, когда у тебя щелчок вот в голове тот самый щелкнет, вот тогда ты действительно осознаешь это, не просто ты там услышал где-то, прочитал где-то, а вот именно важно осознать, и вот это то, что дает игра. Ну, наверное, многие знаете, да, там, трансформационных игр сегодня тоже очень много, там, по женской энергии, там еще какие-то. И они действительно рабочие, потому что они дают осознание. И вот наши финансовые игры, они тоже дают такие осознания. То есть человек начинает смотреть на свою финансовую жизнь, ну, как-то сверху стратегически, да, потому что ты за там, 3 часа или за 5 часов игры ты, по сути, проживаешь свою финансовую жизнь. И такой прожил, и думаешь, ну, я банкрот. Да, и, значит, надо в жизни менять стратегию. Очень часто на игровом поле
ну, это не случайность, это вот энергия, да, там пальцы, ты же кидаешь кости. Именно выпадают те ситуации, да, именно те события, которые присущи тебе в жизни. Ну, это действительно так, и это мы на каждой игре мы в этом убеждаемся. Вот, поэтому... Взаимосвязь все-таки есть. Да, конечно. И человек уходит, забирая вот эти инсайты из игры, он забирает их в свою реальную жизнь. И он уже мыслит немножечко по-другому. И мы рекомендуем вообще даже, знаете, там хотя бы там, 5-6 раз даже сыграешь, и у тебя абсолютно вот, на 180 переворачивается твое понимание финансов, да? Понимание того, что ты сегодня, может быть, живешь, ну, тот, кто так живет, ты живешь в таком колесе, да, как белка в колесе. Игра так и называется, кстати, «Крысиные бега». Вот такое у нее рабочее название «Крысиные бега». Точно. Да, когда ты вот постоянно, да, вот в этом круге от зарплаты до зарплаты, деньги получил, потратил, а в сухом остатке ничего, ноль. И игра учит, как правильно создавать себе вот этот денежный поток. Денежный поток – это разница между доходами и расходами. И ты целенаправленно, как бы фокусируясь на этом, уже проживаешь свою, свою уже реальную финансовую жизнь. Какие-то ошибки делаешь в поле, и уже не переносишь их, потому что здесь ты их проиграл, ты не просто их прочитал, прослушал, как говорят, учитесь на ошибках других, но мы так не умеем делать. Поэтому, вот, на своих ошибках мы хорошо учимся. Поэтому в игре ошибки, она, конечно, цена ошибки в игре, там, ну, ничего. А вот цена ошибки уже в жизни, конечно, уже очень сильно бьет по карману. Поэтому... Уже предостерегает эта игра человека в жизни, получается. Да, от да. каких-то финансовых Да. потерь, либо необдуманных каких-то. Да, совершенно верно, да. То есть ты уже там, попробовал непосильную ипотеку, обанкротился, и такое уже в жизни будешь по-другому себя вести, считать будешь, да. А вот теперь, как можно вот нашим подписчикам, которые сейчас слушают, они хотят, допустим, к вам прийти, по каким дням это регистрироваться надо? Да, мы, наверное, вот под постом оставим нашу страничку нашего бара, у нас есть расписание, вы можете написать нам, позвонить, зарегистрироваться, если есть вопросы, мы проконсультируем отдельно, вот, поэтому welcome, как бы, я тоже открыта, в принципе, и консультациям, и, в принципе, просто приглашаю всех желающих отдохнуть, даже если вы привыкли просто посидеть. У нас очень хорошая кухня, мы разрабатывали ее, наверное, достаточно долго. Мы тестировали, я вот прям помню первые, знаете, там неделю, наверное, мы тестировали все эти блюда, кушали их сами и допускали только после того, как все партнеры скажут: ок, это вкусно.